Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на 10 мая 2020 года. Посмотрим, что ждет нас сегодня. Вот смотрите, что у нас получается. Это у нас карта дня. Это то, что мешает, то, что помогает. Здесь у нас отношения. Здесь у нас работа. Здесь у нас финансы. Так, и достанем совет еще. Будем помогать маг картам из цыганской колоды картами. Итак, у нас основное важное самое событие дня будет связано с тем, что у нас очень много чувств и переживаний по поводу изоляции, да, по поводу того, что мы ограничены, и по поводу того, что очень много времени так провели, да, что, может быть, за это время мы уже столько потеряли, что ничего уже не вернешь. И вот эти чувства, они как-то преобладают больше всего. Также карта говорит о том, что мы рассчитываем на других людей сегодня, да, то есть мы как бы переживаем о себе, но думаем, что найдутся люди, которые нам помогут, найдутся люди, которые протянут нам руку помощи, может быть, обстоятельства как-то повернутся такой стороной, как-то неожиданно появится какая-то возможность для того, чтобы выйти из вот этого состояния, да. Также здесь, знаете, может быть, мы даже рассчитываем на какие-то происшествия, которые будут и позволят нам вот все в жизни поменять. Также карта может говорить о том, что у нас есть ощущение, что вот мы никому не нужны, да, это может быть ощущение, которое связано не только вот там с семьей и близкими людьми, а вот именно в плане там я не нужен своему государству, я не нужен своей стране и так далее, и так далее. То есть вот какие-то такие могут быть трудные такие переживания. Но здесь карта говорит о том, что вот из этого состояния нужно выходить. И как минимум у нас 3 выхода есть. Может быть, просто нужно сделать какой-то первый шаг, да, для того, чтобы вот открыться новым каким-то возможностям. Может быть, и помощи, конечно же, да, то есть, но в любом случае нужно здесь что-то делать. Бесполезно просто думать, бесполезно просто желать. Здесь без действия не обойтись и без веры в то, что обязательно будет все к лучшему. Что этому мешает? Может быть, мешает прошлый успех, может быть, мешает жизнь такая вот как бы приятная, обеспеченная, когда мы были в центре внимания, когда, может быть, были хорошими профессионалами, когда у нас все получалось, да, когда у нас какая-то хорошая репутация была. И вот мы сейчас сравниваем себя того прошлого и как у нас сейчас обстоят дела, и как бы из-за этого еще больше расстраиваемся. Что нам может помочь? Помочь нам может только то, что мы возьмем ответственность только на себя. Мы не будем слушать никого другого, да, мы не будем как бы поддаваться как бы эмоциям толпы, да, а будем идти своим путем, будем находить какую-то новую для себя дорогу, да, и причем здесь вполне возможно даже вот какой-то негатив со стороны окружающих, он может даже нам поможет что-то осознать и вот понять, что кроме нас никто нам самим не поможет. То есть нужно взять ответственность на себя, нужно понять, что вот наше счастье, наши деньги, наша работа – это только наше, в наших руках, что не нужно ждать ничего от других людей, потому что они сами, скорее всего, находятся в таком же состоянии, а может быть еще и худшем, потому что здесь люди, которые, ну, как бы поддаются страху, поддаются инстинктам, и вся их энергия уходит на то, чтобы просто говорить об этом, да, еще там кого-то осуждать, на кого-то нападать, но при этом они уходят от личной ответственности. А карта рекомендует посмотреть на этих людей, посмотреть, что у них нет никакого результата, и не делать так же. То есть нужно все-таки развернуться и идти своим путем. Да? Тем более вот эта карта подсказки говорит о том, что
совершенно какое-то новая дорога открывается. Что-то вот именно сегодня, 10 мая, может произойти, что даст нам какую-то надежду на будущее. Может быть, несколько даже вариантов появится, и нам нужно будет принимать решения. Какие-то альтернативы возникают вот тому, что было. И также карта говорит о том, что, может быть, даже кто-то из окружения вам может быть, даже косвенно как-то подсказать, да, не напрямую. То есть вот карта говорит о том, что нужно прислушиваться к людям, вообще ко всем без исключения. Вот, может быть, какое-то слово, какая-то мысль даст вам направление, идею. Но в любом случае здесь какой-то новый поворот. Но смотрите, мы можем остаться там же. От нашей свободной воли зависит, будем мы действовать по-новому или нет. Но возможности сегодня есть, это точно. Так, теперь это у нас отношения. Карта говорит о том, что в отношениях сложности будут сегодня. Скорее всего, как бы наши предпочтения разделятся. То есть кого-то из семьи мы любим, кого-то отвергаем. Либо, может быть, одного и того же человека мы там полдня, допустим, хвалим, а полдня ругаем. Или еще что-то вот в этом роде. А может быть, мы даже самих себя не принимаем вот в каких-то своих проявлениях, и это тоже может сказываться на отношениях. Вот, скорее всего, могут быть в отношениях капризы, могут быть какие-то домашние дела и, может быть, несогласие по выполнению этих домашних дел, да. В общем, карта говорит о том, что будет такое настроение как бы изменчивое для тех, кто в поиске партнера, для тех, кто еще мечтает о встрече. Здесь карта, которая говорит о том, что пока вот не время, сегодня не время. Может быть, то, как вы ведете себя, может быть, вы вообще не обращаете внимание на других людей, думаете, что на другой пол, да, на людей другого пола. Может быть, вы думаете, что само собой все должно произойти, а от вас должна хотя бы быть элементарная активность в этом направлении. А может быть, наоборот, вы слишком активно ищете, да, и надо как-то частично довериться судьбе. То есть вот здесь должна быть такая золотая середина и гибкость в этом вопросе, и умение ждать. Вот если не сегодня, да, то все равно же это произойдет. Да. И вот нужно набраться такого вот терпения. Теперь для тех, у кого пара. Здесь будет очень много разговоров, здесь будет очень много общения, и не всегда оно будет как бы комфортное, да, здесь может быть даже и ссоры, и лишние слова какие-то, особенно здесь вот по поводу, может быть, начала нового дела, по поводу зарабатывания денег, по поводу нужд семьи или там по поводу детей много разговоров будет, да, но в любом случае здесь как-то разговорами все и заканчивается, вот что. Также карта говорит о том, что неплохо было бы вот создать такой хороший контакт, обновить как-то отношения, может быть, там, не знаю, какой-то вечер при свечах, да, такое свидание назначить своему партнеру, может быть. Кстати, вот по этой карте очень часто бывают какие-то мелкие подарки, там письма, звонки, смски какие-то приятные, да, вот неплохо было бы, чтобы было так. Для тех, кто в ссоре, шестерка червовая говорит о том, что либо вы слишком идеализируете своего партнера, и вот то, что он не соответствует идеалу, да, оно вызывает как раз вот этот протест внутренний, и это как причина для ссоры. Или, может быть, вы, вот если вы это осознаете, да, то может быть новый поворот в ваших отношениях, и здесь вполне возможно помириться. Но вот карта все-таки говорит сначала осознание, а потом уже примирение. То есть что-то вам нужно здесь осознать. Как-то постараться прям искусственно отложить этот разговор и дать себе возможность подумать. Для работы, скорее всего, вот приходят новые возможности, но, может быть, не сейчас прямо, да, а вот уже время близится. Здесь у нас изображена такая ранняя весна, когда еще не зацвели деревья, да, и человек, который
пришел к берегу моря. Море – это у нас возможности, да, это то, что из чего мы можем выбирать. И плюс еще скорая весна, да, то есть вот именно вот такие метафоры у нас к работе относятся. То есть скоро уже начнется улучшение. Причем здесь все-таки нужно планировать, нужно искать вот именно те варианты, которые нам будут подходить, и готовиться к тому моменту, когда уже можно будет это реализовывать. Обучение тоже может часто идти по этой карте. А для тех, кто в поиске работы, карта говорит о том, что будет какой-то сюрприз, какая-то новая информация по этому поводу. Или, может быть, вы сами будете отправлять там резюме, письма и так далее. Может быть, вы учитесь, да, чтобы получить работу, или решите учиться. Также карта говорит о том, что, может быть, даже занятия эзотерикой могут вас увлечь и стать вашей работой, да, для кого-то. Может быть, для кого-то это какие-то новые технологии, новые направления в деятельности, они тоже могут стать вашей новой работой. То есть нужно в этом направлении тоже подумать. Так, теперь для тех, у кого есть работа, десятка пиковая, говорит о том, что здесь все меняется. Причем меняется очень даже быстро. Здесь может быть, кстати, поездки по этой карте тоже, да. Может быть, вы меняете работу вообще в другом городе, да, может быть, либо будете переезжать там с места на место, вот, допустим, офис переехал, или, может быть, знаете, даже новая работа, новые какие-то предприятия. Может быть, меняется даже круг людей, с которыми вы работаете. Меняется, может быть, образ жизни. Допустим, вы там работали днем, теперь ночью, допустим. Или, допустим, вы работали там с клиентами, теперь работаете в одиночестве. Так, что у нас сегодня тут с камерой непонятно. Все, темно. Так, и, в общем, какие-то перемены очень важные здесь происходят. Но также карта очень хорошая для коммерческих направлений деятельности. Да, тут прям вот явно идет такое улучшение. Так, теперь для тех, у кого свое дело. Восьмерка пиковая выпадает. Так, что же у нас с камерой сегодня происходит? Никак она не выровняется. Давайте вот попробуем еще вот так. Так, ну, придется дописывать так. Для тех, у кого свое дело, восьмерка пиковая говорит о том, что сегодня открывается какая-то возможность хорошая для того, чтобы работать с большим количеством людей. Может быть, здесь реклама, да, хорошее время для рекламы. Может быть, здесь есть возможность, знаете, как сеть такую организовать. Может быть, у вас какая-то новая идея придет для того, чтобы вот по-новому как-то организовать процесс. То есть здесь по этой карте очень часто идет сетевой маркетинг. И очень часто идут какие-то многочисленные связи, знакомства. Может быть, кстати, будет какое-то собрание, да, допустим, вы соберете всех своих работников, да, и будете говорить о новых каких-то методах, или, может быть, позволите себе вернуться к старой базе, допустим, клиентов, с которыми вы уже работали, да, и будете с ними, может быть, переписываться, да, посылать какие-то, может быть, им предложения и так далее. Ну вот, в любом случае, здесь какая-то у нас группа людей, либо это большое количество людей, большое количество связей и так далее. Вот это будет очень важным сегодня. Для финансов здесь выпадает у нас карта, которая говорит о том, что в финансах нужно стараться не только брать, но и отдавать. Возможно, даже это намек такой на благотворительность, да, допустим, помогая кому-то, мы помогаем себе, то есть какой-то такой психологический момент, когда мы кому-то, с кем-то делимся деньгами, у нас такое состояние появляется, что у нас есть деньги, значит, раз мы
можем поделиться. И от этого как бы подсознание так работает, что от этого могут прибавляться деньги. То есть какой-то, вот знаете, такой порыв душевный может быть очень полезный. Или там кого-то накормить, допустим, угостить. Это тоже как-то повлияет на ваши деньги. Теперь для тех, кто на зарплате, вот может быть какая-то прибыль, поступление денег, либо вы можете зарабатывать на чем-то другом, то есть, может быть, что-то будете продавать, покупать. Вот это у нас вообще коммерческая карта. Денежная карта, да, то есть это могут быть деньги как от зарплаты, так и просто от любых других абсолютно сделок, да, это может быть, кстати, и крупная сделка, здесь может быть и продажа каких-то там мелких вещей, но только здесь их несколько, может быть, либо одна крупная сделка какая-то. Вот для тех, кто на зарплате, может быть, для тех, кто работает там в торговле, кто выполняет роль посредников, да, вот для них хорошее время для того, чтобы зарабатывать. Теперь для тех, у кого свое дело. Восьмерка бубновая говорит о том, что открывается, скорее всего, возможность какой-то новый финансовый поток, новый источник дохода. И причем это может совершенно неожиданно быть. Также, может быть, если вы долгое время искали этот новый источник дохода или искали какие-то ответы на вопросы вот по поводу финансов, вот как раз сегодня вы можете это найти. Какое-то вот решение проблем финансовых может быть. Также это карта успеха. Когда, если сделка какая-то запланирована, да, то будет успех. Также здесь какое-то скорое событие, которые вас порадуют вот в плане денег. Но в любом случае что-то трудное здесь завершается, связанное с финансами. И причем в этом участвует ну, как бы сама судьба, обстоятельства будут так складываться. Самое главное здесь все не пропустить это. Так, а какие еще важные события будут происходить? Ну, очень много событий, связанных с чувствами, с эмоциями, с семьей. Может быть, для кого-то это будет что-то связанное с искусством, с творчеством. Может быть, будет что-то вы такое сделаете, да, и ваша репутация как-то поднимется на новый уровень, будут о вас хорошо говорить. А для кого-то это, знаете, такое проявление интуиции, вот как будто бы вы что-то предугадали и очень этому удивились. Какие еще события будут сегодня? Ну, будут какие-то перемены, неопределенность. Может быть, знаете, даже вы сами будете часть дня думать, допустим, одним способом, да, то есть будете, допустим, сомневаться в себе или там в других людях, может быть, предъявлять какие-то претензии, а другая часть дня, наоборот, все как бы разворачивается в обратную сторону, и вы уже любите себя и своих близких, хорошо к себе относитесь, то есть, может быть, вот такое вот непостоянство, да, ну и опять же, может быть какой-то конфликт у вас с близкими людьми или на работе с окружением, да, может быть, интересы как-то не совпадают. Но в любом случае это очень быстро разрешается ситуация. И что еще будет сегодня важного? Десятка трифовая говорит о каких-то больших деньгах. Либо вы задумываете какую-то сделку, либо, может быть, даже в этот день уже какие-то подвижки есть, да. Ну вот в любом случае здесь у нас что-то такое, связанное с большими деньгами, важно. Что-то происходит такое. Может быть, вот внезапная какая-то финансовая удача, может быть, пополнение личных средств каких-то, может быть, финансы от бизнеса, может быть, что-то известие какое-то от начальства, от администрации, да. Может быть, кстати, эта карта очень часто связанная со здоровьем, может быть, выздоровление для кого-то. Также это как бы забота о питании, о диете, может быть, важным станет вопрос для вас. Может быть, будете кого-то защищать или, может быть, будете в чьих-то интересах стараться действовать. Так, какой совет нам дают карты на день, на сегодняшний? Так, ну что у меня с видео? Так, девятка червовая говорит о том, что
нужно готовиться к новому, нужно готовиться к переменам. Вот, причем это очень скоро будет, поэтому вот такой подъем какой-то внутри себя нужно создать. Нужно прям приветствовать новое, да, вот это такой совет. Друзья, желаю всем прекрасного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.